республика. Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». В студии Катерина Винокурова. И в ближайшие 2 часа я и мои коллеги будем знакомить вас с актуальной, полезной утренней информацией. 30 сентября на календаре, день недели среда, последний день месяца. И вот чем он нам запомнится. В международном календаре день отмечен как профессиональный праздник переводчиков. Мы поздравляем всех переводчиков Якутии. Также сегодня день ортодонта. Ну а в России сегодня день интернета. Всемирная сеть полностью перевернула представление людей о средствах коммуникации. В народном календаре в этот день наступал большой праздник – Вселенские бабьи именины Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На Руси эти 4 имени были очень популярны в народе. Как правило, праздник в их память выдается ясным и теплым днем. Люди подмечали, если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже можно ждать морозов. Что нам обещают синоптики в этот день? Узнаем прогноз погоды далее. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила +1, -2 градуса. Днем ожидается +5, +7. В Заречье 0, +5 утром, днем +7, +9. В южных улусах +3, +4 утром, днем до +10. В Вилюйских улусах -2, -3 утром, днем ожидается до +4 градусов. В Нижнеленских улусах 0, +2 утром, днем +1, +4. В западных улусах -4, +2 утром, днем +3, +4 градуса. В Колымаинде-Гирских +1, +6 утром, днем +5, +10 градусов. В Янских улусах 0, +3 градуса утром, днем +2, +5. В северо-западных -7, +1 утром, днем ожидается -3, местами +2 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -2 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Днем в Якутске ожидается +6, +8 градусов. В западной части Кулундинской равнины на Алтае, недалеко от Славгорода, есть удивительное соленое озеро Бурлинское. Соль здесь добывают с 18 века, но это далеко не главная причина, почему озеро стало популярным среди туристов. Дело в том, что с наступлением лета вода в Бурлинском окрашивается в розовый цвет. Причем, чем жарче стоит погода, тем насыщеннее она становится. Это происходит благодаря живущим в озере рачкам, которые под воздействием солнечного света выделяют особый розовый пигмент. Цвет озера может варьироваться от нежно-розового до насыщенного красного. Необычный цвет воды привлекает к озеру туристов, которые спешат сделать на его фоне яркие снимки. Петербуржец установил рекорд по продолжительности игры на фортепиано. Он беспрерывно играл целых 50 часов, представьте себе. Руслан Иждавлетов из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд по длительности игры на фортепиано. Он импровизировал в течение 50 часов и 15 минут, прерываясь лишь несколько раз на 5 минут по естественной нужде. Музыкальный марафон Иждавлетова прошел в рамках выставки световых и интерактивных инсталляций «Сад сновидений». Играть на фортепиано музыкант начал утром в пятницу и закончил лишь в воскресенье в полдень. По словам Руслана, на протяжении концерта у него несколько раз возникало желание сдаться и уйти, но поддержка зрителей и общая атмосфера помогли ему дойти до конца. Кстати, новым достижением музыкант побил свой же мировой рекорд в 42 часа и 24 минуты. Ну а в
прошедшие выходные в Гагаринском округе города Якутска открылась модернизированная библиотека «Созвездие». И сегодня с нами по скайпу выходит Светлана Николаева, главный библиотекарь по работе с детьми библиотеки «Созвездие». Светлана, доброе утро. Доброе утро. Но мы знаем, что библиотека «Созвездие» ведет свою работу Да. уже несколько лет. Если быть точными, 7, да? Если я не ошибаюсь. Ага. И в эти дни она не открылась, а, скажем так, обновилась. Что ждет в обновленной библиотеке посетителей? Здравствуйте еще раз. В нашей обновленной библиотеке мы вообще участвовали в конкурсе, национальном конкурсе проекта «Культура». Из 78 субъектов Российской Федерации участвовали много библиотек. И нам очень отрадно, что проходным баллом было 200 баллов, и мы набрали 195. Мы получили 5 миллионов на модернизацию библиотеки. Большой акцент мы сделали на общедоступности библиотеки. То есть мы хотели, чтобы в нашу библиотеку посещало больше людей. Не только дети, не только студенты и так далее. Мы хотели, чтобы каждая возрастная категория посещала нашу библиотеку. В нашей библиотеке сейчас открылось много зон. Зоны очень большие, и они все разные абсолютно. Есть зона коворкинга, есть смарт-лаборатория, есть зона тишины, конечно же, много зон чтения, отдельные зоны для детей и для пожилых людей. Мы ждем очень снятия ограничительных мер, чтобы скорее наши посетители, читатели пришли в нашу библиотеку и увидели всю эту красоту. Светлана, мы также знаем, что библиотека поделена как бы на две части, да, на два отсека, и они имеют такое тоже созвучное название с названием «Созвездие». Да, наша библиотека разделена на две зоны, и они называются, для взрослого поколения, для старшего поколения, наша зона называется «Большая медведица». А для младшего, для школьного и для детей у нас зона называется «Малая медведица». Также у нас есть всякие разные подзоны, такие как зона компьютерной техники, она называется «Альфа Центавра». Есть зона краеведческой литературы, она называется «Полярная звезда». Светлана, ну вот в выходные состоялось, скажем так, открытие обновленной библиотеки, а посетители уже первые смогли опробовать, да, новое? Да, мы закупили специальной литературы, литературы, которая получила большие награды литературные, да. Также у нас есть книги, так сказать, живые книги, которые вот действительно мы презентовали. Они называются смарт-книги. Для этого нужно будет скачать специальное приложение, навести на книгу, либо же на каких-то страницах разрисовать ее, и она оживает. То есть фигурка начинает двигаться, как мультфильм. Ну а в ближайшее время мероприятия какие-то уже планируете, какие-то проекты? Да, наша главная цель нашей библиотеки – это Центр национальных литератур. Мы планируем большие мероприятия. Сейчас у нас, кстати, есть специальная зона коллекций. В этой зоне сейчас у нас есть коллекция Александра Подголова «Головные уборы». Эти головные уборы собраны со всех стран, со всех народов. Очень интересная коллекция. Светлана, спасибо вам большое, что вышли с нами на прямую связь. Скорее ждем снятия ограничительных мер, и чтобы посетители, наконец, своими глазами почувствовали и увидели, сходили к вам. Действительно, модельные библиотеки – это шаг в новый современный мир. Спасибо. Удачного вам дня. Как помочь ребенку заговорить? Играючи, но игры нужно подбирать правильные, а помочь нам в этом смогут самые простые вещи: баночки, мешочки, перышки. Давайте послушаем советы и рекомендации логопеда.
Доброе утро! Сегодня я вам покажу несколько игр, которые можно сделать из подручных средств для развития речи ребенка. Если ребеночек, например, еще не говорит, либо только-только начинает. Первая игра – это у нас вонючие баночки. Внутри баночек находятся разные специи, могут быть какие-то запахи, аромамасла, но главное, чтобы там внутри был предмет. Они бодрят нашу лимбическую систему, настраивают на позитивный лад. И самое главное при работе с маленькими детьми – это эмоции. Вы можете открыть баночку, спросить ребеночка, что там, давай понюхаем. Фу! Или наоборот вкусно. Баночки должны быть закрытые, чтобы ребенок не видел, что там находится. Это такой сюрпризный момент. Следующая игра, опять же с сюрпризным моментом, это вот игра с фольгой. Возьми, потрогай. Ребенок начинает трогать. Что там? А ну-ка открой. Открываем, открываем. Кто же это? Кто же это? Кто же это? Да, это собака! Когда у ребенка возникают эмоции, следовательно, за этим идет и речь. С более маленькими малышами можно поиграть в волшебный мешочек. Берем любой мешочек, можно даже пакет, и начинаем играть. Кто там, кто там? Кто там спрятался? Ребенок ищет своей рукой, ищет. Ух ты, кто это? Это поросенок! Очень хороший способ – это массаж различными текстурами. Это не массаж для нормализации тонуса ребенка, да? Это массаж на чувство своего тела, на развитие соматогнозиса, то есть чувство своего тела. Берем губку, и сегодня вы делаете массаж вот с мягкой стороной, а на завтра вы делаете массаж более грубой стороной. Наше тело – это фундамент правильной речи. То есть работать над одним языком, просить ребеночка повторять – это вот верхушка айсберга, поэтому надо еще работать более глубже. Можем произносить гласные А, О, У, Э. Почему гласные? Потому что гласные – это у нас такие звуки, которые появляются первыми в речи. И ребеночку, который еще не говорит, легче всего будет легче начать с гласных. Потому что он еще не умеет говорить, а гласные он может. И у него не будет уже такого негативизма по отношению к занятиям. Поэтому задания должны быть самые легкие, и постепенно уже их можно усложнять. Ба! Бо! Бу! Дуем на перышки. Берем лейкопластырь и приклеиваем на нос. Дуем. Таким вот образом, используя бытовые предметы, какие-то недорогие вещи, вы можете начать свои занятия дома по развитию речи. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Сегодня среда, 30 сентября, последний день месяца, и сегодня мы отмечаем Международный день переводчика. И, конечно же, в связи с этой знаменательной датой мы не могли не пригласить в гости переводчика. Сегодня в нашей студии переводчик и преподаватель английского языка Надежда Варламова. Надежда у нас работает в центре I Speak English. Надежда, доброе утро, с праздником. Доброе утро, Отмечаете праздник? Конечно, обязательно. С коллегами? Обязательно мы его отмечаем. И у всех всегда очень веселое, хорошее настроение, поскольку это нас объединяет. И мы все не только учителя, но еще и переводчики, поскольку мы знаем английский язык, и многие из нас прошли серьезную переводческую практику. Надежда, но интересно, почему вы выбрали именно эту профессию, да, и как вот ваш путь начинался? На самом деле все началось очень давно, когда я была маленьким ребенком, был популярный сериал «Санта-Барбара». И я вот Помню. И смотрите, вот там было так, что вот озвучивающие актеры говорили коротенькие реплики, а актеры вот, американские не очень долго что-то говорили, а голос переводчика он заканчивался. И мне было очень интересно, что ж такого, почему они говорят так вроде бы много, а переводятся как будто бы мало они говорят. Вот так появился мой интерес к английскому языку. Здорово. И уже вы запланировали поступить. Да, конечно.
отучились здесь? Отучилась здесь, закончила кафедру перевода Якутского госуниверситета. Сейчас это Северо-Восточный Восточный. федеральный университет. Наша заведующая Алина Александровна Находкина. Пользуясь случаем, хочу передать привет нашей альма-матер переводчиков Якутии. Конечно же, это наша кафедра перевода. Всем нашим учителям спасибо им большое за терпение, за профессионализм и за то, что вот родили за нас и предоставляли нам каждую возможность, которая появлялась для того, чтобы мы оттачивали свои навыки. Не только как переводчиков, но и как просто коммуникабельных людей. Значит, ну вы как преподаватель, что бы могли посоветовать людям, которые вот еще не выучили английский язык, хотят выучить язык? Конечно же, нужно поставить цель прежде всего, поскольку когда у человека есть осязаемая цель, то ему легче двигаться. Например, вот когда люди говорят, что я хочу говорить на английском или на любом другом языке, они не подразумевают, что у них будет в итоге. Конечно же, нужно вот для себя определить это или для работы, чтобы было больше возможностей выйти, например, там на какие-то мастер-классы, может быть, Да-да-да. на конференциях, чтобы свободно участвовать и, скажем так, переводческие услуги, они имеют довольно высокие расценки, поэтому, чтобы быть независимым, конечно, для себя это очень полезно. И также, чтобы наравне с местными людьми осваивать достопримечательности, когда путешествуем. Вот мы, например, когда путешествовали с отцом в городе Далянь, так как я уже владела хорошо китайским, мы уже брали турпоездки, экскурсии вот не для туристов, а для китайцев самих. То есть совсем с другой стороны мы посмотрели город Далянь и окрестности. Вот этого бы всего, конечно, не случилось, если бы у нас был, скажем так, гид, который говорил бы на русском языке. И вот нам было интересно понять вот именно глазами китайцев, как это все преподносится, показывается. И мы замечательно, конечно, проводим время, когда путешествуем. Но если себе поставить цель, да, вот нужно выучить для чего-то там, да, скажем, язык, возможно ли его в кратчайшие сроки выучить, вот как нам обычно обещают, да, за месяц там курс? Это реально вообще? На самом деле, вот я видела примеры, когда у меня обучались люди, и они приходили и за месяц, они уже понимали структуру построения предложения, могли уже рассказать о себе. Даже, скажем так, с первых, скажем так, уроков мы даем какие-то рабочие фразы, структуры языка, и человек может уже сам методом компоновки, подстановки уже сам изъясняться, что ему нужно, конечно же, и имеет важную роль именно вот мотивированность человека, и когда вот он видит перед собой какую-то цель. Вот я, например, жила за границей в Китае, и на самом деле я изучала китайский язык как второй язык в нашем университете. Это все было, конечно, замечательно, но просто когда я приехала там, в Китай, я поняла, что мне нужно знать китайский настолько хорошо, чтобы общаться на нем с полицией. Ну, в случае чего, например. Так, ага. Вот. И это тоже является очень хорошей мотивацией. Вот учишь быстро себя вот брать какие-то рамки жесткие, да, без всякой паники. Нужно научиться говорить, рассказывать, к сути дела переходить. Вот это тоже очень помогает, особенно когда родители путешествуют с детьми, например. И часто так получается, что дети говорят больше, чем родители, да, потом родители приходят, говорят, вот это как-то, знаете, вот это как-то немножко неловко, когда мой ребенок разговаривает с Больше меня аэропортом, знает, да? да, вот с аэропортом договаривается, меняет билеты, там, планирует наш отдых, а я как-то вот так вот стою, да, вот, чтобы и даже вот в своем каком-то маленьком коллективе семейном, скажем так, себя чувствовать уверенно, все-таки я родитель, я знаю, я взрослый, ну, вот так вот, да. И вот, например, одна моя студентка, она, знаете, очень быстро выучила английский язык, знаете Так. как, потому что она оказалась за границей, она была в Сингапуре, и она говорит, что знакомое слово вот из всего меню было только курица. И она говорит, все 2 недели пребывания она ела только одну курицу. Потом она приехала, и она подумала, все-таки так продолжаться не может. Она записалась на курс, и очень быстро, вот она вот одна из первых, кто быстро заговорил, потому что она поняла, что все-таки вот качественный отдых ее в ее своих руках. Поэтому, действительно. конечно, вот нужно прямо, ну я бы сказала, кожей и нутром почувствовать, что вот я могу, я хочу, я буду. Ну и с Если- тех пор, наверное, она могла себе позволить все, да? Конечно, Поесть. да. Ну а бывают необучаемые люди или дело все-таки вот в лени, да? Скажем так, это, скорее всего, не лень, а это просто вот нужно находить вот самому обучающемуся и его преподавателю какие-то вот другие немножко приемы, да, вот Индивидуально, обучения. да, к каждому? Конечно, нужно? конечно, конечно. Потому что мы люди разные. Кто-то воспринимает на слух Да. больше, например, кто-то понимает зрительно. Поэтому вот преподаватели, вот мы пытаемся вот найти подход к каждому ключик. И кому-то нравится, когда его контролируют, кому-то наоборот не нравится, что его контролируют. Поэтому все мы разные, все мы в одинаковой степени, вот, конечно,
конечно, можем быть заинтересованы в этом, да, но себя насиловать ни в коем случае не стоит. Если не сейчас, так потом, скажем так, это все обычно вернется. Вот я, например, с математикой у меня, скажем так, не очень, да, Мгм. вот. И когда вот я вот для себя думаю, вот, наверное, я не смогу. А на самом деле, оказывается, все можно, потому что только нужно для себя выбрать наименее стрессовый вариант обучения, и тогда все идет Мгм. А хорошо. вот бывает по времени как-то вот каждый день заниматься там по 20 минут или там 2 раза в неделю по часу, какое-то определенное время существует Да, для ну, занятий английским? конечно. Ну, конечно, оптимально это было бы 2 раза в неделю по 1,5 часа или ну, или Мгм. 3 раза в неделю по часу. Это оптимально. Вот Мгм. я так думаю. Ну, или 2 раза в неделю по часу, но желательно в группе и довольно так, чтобы вот именно были занятия на разговор, да, чтобы там хорошо там все вот именно на самом занятии тоже эффективно работать, тоже нужно себе ставить цель. А так вот, если заниматься самостоятельно, конечно, вот хотя бы по 5, 10, 15 минут в день нужно себе уделять, но каждый день. По Мгм. чуть-чуть, но каждый день это, конечно же, результаты будут. Ну, конечно, желательно иметь для себя преподавателя, потому что скажем так, со стороны ошибки виднее, и, конечно, не стоит бояться делать ошибки, их наоборот нужно их нужно все именно анализировать, где мне сложно, где я допускаю ошибки и что к этому ведет, да. Это все, конечно, желательно, но хотя бы пару раз встречаться с преподавателем. Надежда, ну у вас большой опыт работы, да? Наверняка возникали какие-то смешные ситуации, нелепые, да, связанные с работой. Да, на самом деле работа переводчика очень стрессовая, потому что я вот, честно, а, скажем так, например, вот переводчик, вот в нашей жизни даже вот сложно себя, вот когда ты знаешь несколько языков, да, то все равно вот как-то на автомате, когда ты начинаешь переводить, у тебя переводишь все, что видишь, все вокруг, как бы это было бы, что это за слово на английском и Мысленно. так далее, на Ага. китайском, что это такое. И вот я однажды переводила для индийцев, и они вот должны были зайти вот на очень серьезное мероприятие, да, Мгм. очень протокольное. Но вот мы все стоим, вот я переживаю, они переживают. И потом, чтобы разрядить обстановку, мы с ними начали вспоминать, там, какие там были индийские фильмы хорошие. И оказалось, мы поем одни и те же песни. Оказывается, мы любим тех же самых актеров, да, и вот так вот мы Мгм. немножко встряхнулись. То есть знание языков, конечно же, помогает не только вот выполнять какие-то рабочие функции, но также и быть человеком коммуникабельным, с большим кругозором. Переводчики мы обязательно всегда много читаем от стоматологии, археологии, орнитологии, там, до ядерного оружия. Мы во всем этом, скажем так, разбираемся. Но отсюда следует, что работа вам вполне помогает в жизни. Конечно же, она очень помогает, и переводчики, они все очень люди пытливые сами по себе, и вот когда вот нет такого, что вот перевода, конечно, вот теряешь немножко навык, практику. Мгм. Надежда, огромное вам спасибо, что проснулись этим утром в этот праздничный день, пришли к нам в студию, Спасибо такая вам большое, красивая. что пригласили. Желаю вам успехов в работе, несомненно, продолжайте в том же духе, действительно интересная профессия. Удачи, с праздником Спасибо вас вам. и ваших коллег. Ну а на этом я с вами прощаюсь, наша программа подходит к концу, передаю слово своим коллегам из якутского блока. Оставайтесь на нашем канале.